опять тоже залетел. Видишь? Так. Ладно, мне просто нужно поговорить в микрофон. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Говорю, говорю, говорю. Как по уровню? Слышно нормально, нет? Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять.
А это вот такой, плюс, То есть это тоже запись, да, 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 запись матча этого, да? да, Значит, сюда тоже. да. Хорошо. И вот, вот это вот. Ага, я понял. Имеется в виду время матча? А, здесь не будет. Я не чисто как Я не могу. Я отдаю, то, что я отдаю, я думаю, я должен давать такую картинку, не могу вкладывать. А она записывается после картинки. Не, я говорю, чисто картинки. Я не могу картинки. смотрим, допустим, я вот где-нибудь вот, такое время, когда судья свистнет, 0:0 будет, и посмотрим. А, время именно... То есть по часам сколько времени? Ну, по часам, да. А, Без отнимания, если что, а то это будет срочно 20 минут. я могу запись нажать ровненько в то время, когда она начнет. Вот. То есть, ну, по идее, оно должно... Я сейчас проверю, сейчас, секунду. По-моему, оно как раз пойдет в это время. Вот как он свистнул, ничего, снарей этих там где-нибудь останется. Матчи четвертого тура женского чемпионата белорусского футбола 2024 года между командами женского футбольного клуба АБФ-19 и женского футбольного клуба «Свобода». Мы сегодня Да. ждем начала матча, который пройдет честной игры и выиграть команда. Помните, что футбол имеет Да, так. на сегодняшнем матче работают Нет. Тогда вот определяем. Ну, у меня другого контакта. Мне сказали попап. Я что имя с собой не брал. Главный тренер определил следующие стартовые составы. Женский футбольный клуб «Маргор». В воротах команды номер 1 Полина Чернецкая, номер 8 Анна Лапко, номер 9 Дарья Чудакова, номер 10 Вероника Августович, номер 11 Варвара Саукина, номер 21 Екатерина Ковалева, номер 23 Валерия Корней, номер 24 Галина Вольская, номер 43 Полина Шаникевич, капитан команды, номер 55 Яна Тиханович, номер 75 Александра Полуя. Запасные игроки, номер 3 Анна Лап, номер 5 Валерия Крещепова, номер 6 Полина Шельвицкая, номер 14 Александра Вигель, номер 15 Карина Савин, номер 20 Полина Ковалева, номер 97 Анастасия Мыслевец, главный тренер команды Ирина Кадеева. Стартовый состав АБФ-19. Варвара команды. Номер 1 Екатерина Крупник. Номер 3 Варвара Галенко. Номер 4 Анастасия Берегкая. Номер 7 Анна Куцыкович. Номер 8 Валерий Николов, капитан команды.
Номер 9 Виктория Перетина. Номер 10 Александра Таратуба. Номер 11 Вероника Калюка. Номер 13 Ангелина Ващук. Номер 14 Виктория Натискова. И номер 21 Ксения Яцинович. Запасные игроки. Номер 22 Анна Ковалевич. Номер 2 Полина Борейко. Номер 5 Василиса Адамович. Номер 6 Полина Остренко. Номер 15 Яна Коксая. Номер 15 Дарья Кравцова. Номер 17 Иварина Папа. Номер 20 Виолетта Васури. Номер 23 Вероника Самонова. Главный тренер команды Владимир Шинников.
Стартовые составы женского футбольного клуба «Смаргон» и женского футбольного клуба АБФ U-19. Уважаемые зрители, просим вас встать и звучит государственный гимн Республики Беларусь. Добрый день, дорогие любители белорусского футбола. Приветствую вас на очередном матче женской высшей лиги. Сборная Беларуси до 19 лет против Сморгони. Это 4-й тур на Динамо Юнии. Я вас приветствую. Погода, мягко говоря, не очень, но приходится футболисткам снимать с себя олимпийки, мастерки и сейчас занимать свои места на поле. Как будто кого-то можно было попросить. Дождь прямо перед матчем лил просто как из ведра, но прямо сейчас вроде как немножко стих. Мы находимся тут под крышей, на комментаторской позиции. Но девчонкам, конечно, нужно играть под открытым небом. Поэтому надеемся, что погода не ухудшится. Давайте переходить к стартовым составам. И начнем с состава гостей. Сморгонь. В воротах первый номер Полина Чернецкая. Полевые игроки: 8-я Анна Лапко, 9-я Дарья Чудакова, 10-я Вероника Августович, 11-я Варвара Сауткина, 21-я Ангелина Ковалева, 23-я Валерия Корней, 24-я Галина Вольская, 43-я капитан команды Полина Санюкевич, 55-я Яна Тиханович, 75-я Александра Полуян, главный тренер Ирина Козеева. И к составу АБФ до 19 лет. В воротах первый номер Екатерина Крупник, 3-я Варвара Галенко, 4-я Анастасия Беленькая, 7-я Анна Пуцикович, 8-я Валерия Имховик, капитан команды, 9-я Виктория Береснева, 10-я Александра Тарадуда, 11-я Вероника Калюта, 13-я Ангелина Ващук, 14-я Виктория Натеткова и 21-я Ксения Яцинович. Главный тренер Владимир Шиндиков. Это что касается состава АБФ. Все же готовы к началу матча и ждем лишь стартовый свисток главного арбитра. Валентина Соколович, главный рефери нашей встречи. Ее помощники: Анна Наливайко, Алина Слуцкая, 4-й арбитр Игорь Абрамов и инспектор Сергей Жук. Меня зовут Кирилл Демкович, ваш комментатор. И все внимание на поле. Дан стартовый свисток. И начинаем. Тут же попытка начать атаку. Заканчивается тем, что перехватывают мяч хозяева. Крупник отдает направо. Передача в центр неточная. А вот здесь Сморгонь может воспользоваться этой ошибкой. Опасно может получиться. Открываются под передачу остальные футболистки. Но видим, что атака заканчивается ничем. Борьба пока что в центре поля.
Сморгонь уже провела на пару с АБФФ по 2 матча. У АБФФ дела получше. 1 балл есть. Сыграли они в ничью в последнем матче против Бобруйчанки со счетом 1-1. И уступили в первой встрече Зорке БДУ со счетом 3-0. Ну а Сморгонь уступила Минску со счетом 14-0 и Динамо Минску со счетом 12-0. Конечно, соперники не по рангу, поэтому судить женскую команду Сморгонии по этим встречам точно не стоит. Тем более турнир только начинается. И сегодня у Сморгонии есть шансы. Ну а сейчас атака АБФ входит в зону. Анна Пуцыкович, но пробить поворотом не позволяют защитницы Сморгони. Первую главой в нашей встрече и будут исполнять футболистки АБФ. Ксения Яцинович. Обязательно пишите в комментарии, если вдруг чью-то фамилию не так назвал. Обязательно будем сразу исправлять. Быстрый розыгрыш, хорошая передача, и мимо ворот летит мяч. Ну, как будто болбой знали, что нужно уже подавать мячик, будет удар мимо ворот. Сразу же подают. Полине Чернецкой, которая готовится ввести мяч в игру. Мяч далеко вперед выбивается. В центре поля снова хозяйки забирают мяч и отправляют вперед по правому флангу. На правом фланге борьба, подключаются и остальные футболистки, но видим, что выбивают мяч игроки Сморгонь. Но продолжается атака АБФ. Есть те, кто в центре поддерживает эту атаку, но пока что просто сами смещаются в центр девчонки, и начинается такая позиционная атака. Варвара Галенко не принимает мяч. Значит, в другой раз. Вводит мяч из аута футболистка Сморгонии. Хорошая передача в центр, далеко вперед. Попытка найти нападающую Ангелину Ковалеву. Но перехватывают футболистки АБФ. Беленькая отдает направо, и неточная передача. Снова аут и в пользу Сморгони. Надо, конечно, пореже допускать такие ошибки АБФ. В прошлом сезоне Сморгонь заняла 6-е место по итогам турнирной таблицы, набрав 48 баллов в 30 матчах. У АБФ 4-е место, набрав 56 очков. Вступили лишь Зорки БДУ по встречам. Точно так же у Зорки было 56 баллов. Поэтому, мне кажется, в этом сезоне тоже АБФ планирует бороться за 3-е место. Ну, посмотрим, как будет на самом деле. В первой встрече уже Зорка одолела сборную Беларуси до 19 лет. По правому флангу снова начинается атака АБФ. И мяч снова в ауте. Назад играет футболистка АБФ. Подача на подступы к штрафной. Но отбивается Сморгонь. Галенко. Вставляют передачу Калюте. Калюта пытается обыграть всех соперниц, но тут слишком много футболисток Сморгони. И выбивают снова мяч в аут. Береснева. Неточная передача. Будет удар от ворот. В последней встрече Сморгонь против сборной Беларуси до 19 лет сыграли со счетом 1-1. В первом тайме отличилась сборная Беларуси до 19 лет. Яна Есман. И во втором тайме Искарева забила за Сморгонь. Два других матча. Закончился один тоже в ничью, 3-3.
И лишь в одном матче сборная Беларуси до 19 лет смогла победить Сморгонь со счетом 2-1. Поэтому в этой встрече ждем очень яркую борьбу и надеемся, что интрига продлится до конца встречи. Через левый фланг попытка начать атаку у АБФФ. Титкова в борьбе уступает сопернице, но мяч все равно АБФФ сохраняет. Пуцыкович. Есть партнеры, которые поддерживают атаку. Нужно лишь их найти и отдать передачу. Титкова помогает. И снова отбивается Сморгонь. И далеко вперед. В надежде, что Ковалева поборется против Беленькой. Беленькая отдает не сильную передачу, но благо здесь помогает Тарадуда и отдает на голкипера. Крупник. Снова Беленькая. Анастасия Беленькая с мячом направо. Самая молодая футболистка в составе АБФФ до 19 лет Екатерина Крупник. 2007 года рождения, ей всего 16 лет сейчас. И если брать состав Сморгонии, то не сильно старше. Возможно, если даже брать всю статистику, то примерно одинакового возраста. Одинаковый средний возраст у команд. Самая младшая в составе Сморгонии Варвара Сауткина. 2008 года рождения, ей тоже 16. Врывается АБФФ в штрафную. Хорошая передача в центр, в район 11-метровой отметки. Удар и мяч в сетке. Забивает АБФФ. Счет становится 1-0. В принципе, это ожидаемо. АБФФ атаковали и, наконец-то, нашли свой момент. Забивает Вероника Калюта. Счет становится 1-0. Сморгонь начинает атаку. Передача на левый фланг. Центр. И на этом все. 3 передачи. Но пытаются бороться и дальше за мячи. Здесь первая защитница АБФФ. И нарушение правил сигнализирует Валентина Соколович. Против Александры Тарадуды. Нарушили правила. Снова Тарадуда. Беленькая. Гол в ворот команды Сморгон забил номер 13 Ангелина Ващук. И атака Сморгонии по левому флангу. Разгоняется атака. Передача в центр, но слишком мало футболисток Сморгонии открываются под передачу. Получится сейчас еще раз. Вторым темпом уже идет атака. Пока что теряют. Футболистки АБФФ просто отбиваются. Продолжается атака Сморгонии. Снова неточный пас. И контратака АБФФ. Ускоряется на Титкова. Очень похожая ситуация на первый гол. Падение. Нарушение правил сигнализирует Валентин Соколович. Это пенальти. Первый пенальти в нашей встрече. И это заявка на то, что АБФФ уже забьет второй мяч к ряду. Позади всего лишь 10 минут. Вероника Калюта против Полины Чернецкой. Все готовы к тому, чтобы давали уже свисток. Свисток есть, разгон. И счет становится 2-0.
Оказалось бы, не такой сильный удар, но самое главное, точный. Смогла перехитрить голкипера, и Полина Чернецкая не успела сложиться. Команды «Смаргон» забила Вероника Халютова, номер 11. Снова атака с Маргони заканчивается. Здорово действует защитница АБФФ. Хорошим пасом начинает атаку на Титкова. Смещается в центр, но мяч в итоге теряет. Однако цепляются за мяч футболистки АБФФ. Продолжается атака. Открываются через правый фланг. Нет, здесь положение вне игры. Может продолжать атаку. И нарушений правил тоже нет. Подача в штрафную. Но не хватает немножко роста в Веронике Калюте. Переснева. Еще одна передача. Яцинович. Нет, дальний удар мы не увидим. Смаргонь перехватывает инициативу. Отправляется в атаку. И снова дальним пасом. Попытка зацепиться за мяч. Ангелина Ковалева, но здесь не удается. Одна лишь она прессингует соперника, и этого недостаточно. Неточный пас. Здесь, конечно, нужно догонять мяч. И вот так играет надежно, выбивает мяч за пределы поля. Аут в пользу АБФФ. Галенко. Центр. Береснева дает назад. Тарадуда. Никуда не торопится. Ищет партнеров. На Титкова. Открывается Галенко. Здорово подключается к атаке. Подача с левого фланга. Летит мяч в штрафную. Но вылетает из нее закономерно. Мяч остается у АБФФ. Удар издали! Мяч летит выше ворот. Валерий Имховик проверяет свою пушку. И мяч летит в этот раз чуть выше перекладины. И готовится Полина Чернецкая к тому, чтобы выбить мяч. От ворот. Борьба в центре поля. И видим, что девчонки из АБФФ забирают мяч под контроль. Береснева дает на правый фланг. И мяч снова уходит за пределы поля. Будет вот мяча из-за боковой. Быстро вводят мяч игроки сборной Беларуси. Подача в штрафную. И тут же попыталась пробить Вероника Калюта, но не попала по мячу. Однако мяч сохраняет АБФФ. Тут же подача на Титкова. Тоже ей пробить не позволяют соперницы. Имховик. Направо. Продолжается атака АБФФ. Еще одна передача. Имховик здорово открывается. Ну и прострелить не удается. Мяч уходит на угловой. Это второй угловой уже для АБФФ. Первый разыграли, но ни к чему не привел. Посмотрим, что будет сейчас. Подача в штрафную. Удар издали, но здесь блокирует этот удар защитница Смаргони. Надо, конечно, выбивать мяч поскорее из штрафной, что и делает Смаргонь. Однако мяч остается в поле, и АБФФ продолжает владеть. Передача по правому флангу, здорово может получиться. Удар издали, снова мяч летит мимо. Цепляет сетку сзади, с обратной стороны. И готовится Полина Чернецкая к тому, чтобы выбить мяч от ворот. Не торопятся девчонки АБФФ назад. Прекрасно понимают, что все равно им придется возвращаться к воротам соперника. Зачем спешить в защиту? Очень высоко находится последняя линия обороны. Прямо в центре поля. И снова аут в пользу АБФФ. Варвара Галенко отдает назад. Тарадуда.
Яцинович тоже пробивает издали и ловит мяч. Голкипер Сморгонии, ну и вот так решила потешить своих партнеров. Принимает мяч. И мяч забирает. Вынос не получается. И мяч забирает АБФФ. Продолжается атака. Хорошая передача в центр. Еще одна на Титкова. Нет положения вне игры. Удар. Блокируют футболистки Сморгонии. Нужно, конечно, поскорее выносить мяч. Иначе любой отскок может закончиться ударом в створ. Ващук. Имховик. Передача в центр. Ошибается. И шанс для Сморгонии. 2 в 2. Сейчас выход. Передача налево. Ковалева. Успевает Ковалева за мячом. Но слишком уже острый угол. Тяжело будет обыграть соперников. И сразу две футболистки АБФФ встречают. Однако вынос тоже не удается. Дождемся ли мы удара? Ну, точно не в этот раз. Сморгонь теряет мяч. И переходим к контратаке уже АБФФ. По правому флангу здорово здесь ускоряются футболистки, но мяч выносит за пределы поля Александра Полуян. Яцинович отдает назад. Тарадуда бежит вперед, отдает передачу налево. Галенко здорово уходит от соперницы, может подать, но не решается сразу подавать. И мяч отбирает Вероника Августович. И зарабатывает на себе нарушение правил. Мяч отдают Сморгонь. И не торопится Полина Чернецкая. Прекрасно понимает, что времени еще будет вагон. Отыграться Сморгонь успеет. Мяч в центре. Тарадуда. Береснева. Центр. Снова Тарадуда. Отдает налево. Галенко. Передача по левому флангу. И снова здесь Сморгонь. Пытается зацепиться за мяч, но не удается. Обостряется игра у АБФФ. Уже мяч штрафной. Остается мяч у АБФФ, но передать мяч в центр не удается. Мяч уходит на угловой. Или же нет? Валентин Соколович показывает, что будет удар от ворот. Да, поборолась здесь здорово за мяч. Нападающая АБФФ Вероника Калюта, но совсем чуть-чуть не хватило. Выносится мяч, но мяч все равно забирает под контроль футболистки АБФФ. И начинается атака. Здорово сейчас крайняя защитница Сморгонии играет. Не позволяет отдать передачу. Снова вынос. Еще один вынос, но это уже можно отметить как дальнюю передачу. Успеет ли здесь футболистки Сморгонии? Нет. Мяч снова уходит в аут. И Варвара Галенко с мячом. Галенко. Тарадуда. Беленькая. Беленькая ускоряется. Отдает направо. Имховик. Через правый фланг атакует АБФФ, но смещается в центр. Передача на Веронику Калюта, но мяч уходит в руки голкипера. Чернецкая мяч выбивает. Одна Ангелина Ковалева в атаке у Сморгонии. Конечно, очень тяжело зацепиться на мяч. Каждый раз мяч летит к ней. Однако рядом оказывается беленькая, которая, ну, на голову точно выше соперницы. Так, АБФФ, но мяч покидает пределы поля. Будет удар от ворот.
Береснева отдает неточную передачу. Контратак с Маргони, но тоже заканчивается действиями защитницы АБФФ. Вводит мяч из аута с Маргони, однако перехватывает снова АБФФ. И через правый фланг продолжают атаку. Цыкович. Цыкович уходит от соперницы. Можно отдавать передачу в центр. Передача следует в центр, но проходит мимо всех футболистов, которые находились в штрафной. Снова аут в пользу АБФФ. Галенко. Береснева. Береснева отдает в центр. Яцинович. Хорошая передача в центр. На подступы к штрафной. Снова налево Галенко. Подача в штрафную. И играет кулаками Полина Чернецкая. В общем, здорово играет. Мяч от футболистки АБФФ уходит за лицевую. Будет удар от ворот. Снова выбивает Чернецкая. Мяч в центре, в борьбе. Забирает под контроль футболистки АБФФ. Хорошая передача. Мимо соперников на Галенко. А еще дальше Пуцыкович. Пуцыкович идет в обыгрыш. Уходит от соперницы, но тут же ее встречает следующая. Августович. Береснева. Это обратно. Быстряет игру, играя в центр. И удар издали. Снова мяч летит выше ворот. Уже, по-моему, третья попытка удара из-за пределов штрафной. Ну, пока что все удары летят над перекладиной. Но был рикошет, а это значит угловой. Назначает Валентин Соколович. Разыгрывает этот угловой футболистки АБФФ. Здорово убирает соперницу. Удар! И мяч принимает Полина Чернецкая. Классный сейв, но контратака не удается у Смаргони. Вторым темпом начинает атаку АБФФ. Галенко, Тарадуда. Центр. Береснева. Ходит партнера. Яцинович. Снова направо. Нет, запрос в штрафную пока не будет. Пытается здесь обыграть соперницу и зарабатывает очередной угловой. Подача летит низом. И мяч пропускают. Успевает здесь Галенко. Первая на мяч. Не дают начать контратаку с Маргони. Галенко. Передача на подступы к штрафной. Калюта. Дает направо. Яцинович. Заброс штрафную. Удар по воротам. Но не получается, как хотелось бы. И мяч уходит на удар от ворот. Сгоняется Полина Чернецкая. Снова будет мяч выбивать куда подальше. Галенко играет головой. И мяч уходит в аут. Августович. Передача в борьбу. Ну и больше двух передач у Смаргони не удается сделать. Все заканчивается либо неточным пасом, либо перехватом футболистками АБФФ. Галенко. Тарадуда. Натиткова. Передача в штрафную.
До удара пока дело не доходит. Береснева. И отдает передачу направо. Имховик. Имховик, заброс штрафную. Но первая на мяче футболистка Сморгони. Еще одна передача на подступы к штрафной. Пуцыкович. Мяч покидает пределы поля. Очередной угловой, означает арбитр. Подать штрафную. Первая на мяче Галина Вольская. И мяч выбивает. Снова атака АБФФ. Имховик смещается в центр. Беленькая. Налево Галенко. И мяч упускает. Ну и такое бывает. До этого здорово начинала атака своей команды. Тащила мяч через левый фланг. Ну и сейчас так вот упустила за пределы поля. Но в любом случае АБФФ отбирает снова мяч на Титкова. Ищет партнера. В хороший заброс в штрафную. Но на него никто не успел откликнуться. Мяч забирает в руки Полины Чернец. Сегодня уже завершены два других матча в высшей лиге. Динамо Минск одолели Дюсшапа ЛСГУ со счетом 19-0. Ну а футбольный клуб Минск одолел Витебск со счетом 4-0. Продолжается атака АБФФ. Ващук, передача направо. Имховик может и пробить. Удар, и мимо ворот летит мяч. Вчера Зорко БДУ со счетом 8-0 одолел Бобруйчанку, но Гомель уступил Динамо Бресту со счетом 2-0. Сегодня уже заключительный день четвертого тура. Бросает Сморгонь мяч из-за пределов поля, но видим, что первая же передача приходит Виктории Бересневой. Ващук. Беленькая отдает направо. Береснева. И теряет мяч. Отбирают мяч футболистки Сморгони. Могут начать атаку. Мяч остается у Сморгони. Вольская, но мяч в итоге теряет. Не находят они продолжения. И в итоге АБФФ сейчас с центра поля уже начинают свою атаку на Титкова. Видит партнера, хорошая передача в штрафную, нужно бить сразу, но здорово здесь защитница продолжает опекать соперницу, и мяч в итоге забирает Полина Чернецкая. Чернецкая мяч выбивает. Снова беленькая, выигрывает верховую борьбу, Береснева, Радуда. Налево Галенко, мяч принимает. Беленькая, направо, Имховик. Полчаса матча позади. 2-0 в пользу АБФФ. И, наверное, самое приятное, что улучшается погода. Уже и солнышко проглядывает на поле. Помню, до начала матча, пока не вышли девчонки на поле, здесь лил безумный дождь. Я думаю, никто не хотел выходить на поле. Вот как будто по расписанию
Прямо перед началом матча он закончился. Мяч снова за пределами поля. Мяч будут водить футболистки АБФФ. Яцинович. Имховик в центр. Снова Береснева. Чаще всего через нее начинаются атаки. Вот сейчас ошибается Береснева, и может получиться контратака с Маргони. Дальним пасом поиск Ковалевой, но снова мяч принимает Беленькая. И сейчас достаточно сильным таким ударом попали в Анастасию Беленькую. Нужно перевести дух. Видим, что поднимается. Помощь медбригады не понадобится. Просто нужно буквально полминутки, чтобы выдохнуть и продолжить игру. Екатерина Крупник мяч забирает в руки. Отдает Беленькой. Передача направо. И неточная передача. Мяч уходит в аут и будет в пользу Сморгони. Имховик. И может получиться опас. Сейчас у АБФФ. Хорошая передача в штрафную на Титкова. Удар слева и принимает Чернецкая. Счет остается прежний 2-0. И выбивает снова в центр поля. Мяч в борьбу. Ну и нужно добавлять кого-то в помощь Ангелине Ковалевой, потому что такие забросы пока что ни к чему не приводят. И контратака АБФФ. Неточная передача. Каждый раз заброс, который идет в центр поля, Ковалева остается одна против 3 футболисток АБФФ. Удар издали, принимает Чернецкая, но на добивании благо успевает тут защитница с Маркони вынести мяч. Могло быть опасно. Галенко играет с партнером, та возвращает обратно. Тарадуда. Имховик. Имховик отдает направо. Ходит АБФФ в штрафную. Можно забрасывать в центр. Передача, и на Титкова бьет в штангу. Опаснейший момент. Но не попадает в створ. Спасает штанга. Это, скорее всего, была скидка от Ксении Яцинович. Но никто из партнеров не смог откликнуться. Чернецкая мяч выбивает. Яцинович. Береснева. Тарадуда. Тарадуда сама тащит мяч вперед. Здорово уходит от соперницы. Отдает мяч налево. Галенко. Она уже в штрафной. Передача под удар. На Титкова. Ну и никто не бьет. Что здесь? Нарушение правил или удар от ворот? Нет, пенальти. Пенальти показывает. Скорее всего, игра рукой замечена Валентиной Соколович. И теперь Александра Тарадуда будет бить поворотом. Александра Тарадуда, Полина Чернецкая. Удар и штанга выручает. Сморгонь не забивает Александра. Ну и надо отдать должное. Полина Чернецкая угадала, куда будет лететь мяч. И далеко не факт, что если бы мяч летел в створ, он бы зашел в ворот. Счет остается прежний, 2-0. Чернецкая выбивает мяч.
Ну, возможно, именно после этого момента Сморгонь сможет почувствовать себя уверенней. Он пока продолжает открывать АБФФ. Еще один угловой зарабатывают хозяйки. Снова розыгрыш. Галенко. Заброс штрафную. Удар головой. Но летит мяч над перекладиной. Хорошая передача. Анна Пуцыкович подстроилась под удар. Но как следует пробить не смогла. Полина Чернецкая готовится исполнить удар от ворот. Мяч снова в центре. Забирают под контроль футболистки АБФФ. Начинают атаку на Титкова. Есть партнер, открывается под эту передачу. Будет ли удар? Удар с острого угла, но мимо ворот летит мяч. Еще один удар от ворот мы увидим. Снова мяч выбит. И мяч забирают под контроль хозяйки поля. Беленькая. Дает дальше. Ангелина Ващук. И уж очень сильно поверила она в Валерию Имковик, что та успеет за мячом. Но в итоге мяч продолжают прессинговать футболистки АБФФ и заставляют футболисток Сморгони выбить мяч в аут. В итоге зарабатывают аут футболистки хозяек. Имховик. Яцинович. Снова Имховик. Снова отдает назад. Никуда не торопится. Неточная передача. Случается обрез. И посмотрим, насколько касаний хватит Сморгонь. Буквально 3 касания, и мяч забирает АБФФ. Никакой контратаки мы не увидим. Продолжается атака АБФФ. Мяч уже в штрафной. Заброс. Нет, это даже удар. Ну и Полина Чернецкая после такого удара, который полетел по навесной траектории, мяч спокойно в руки забирает. Чернецкая выбивает мяч, и тут сразу 2 футболистки АБФФ вступили в борьбу за мяч. Ну, если футболистки Сморгони никакой борьбы не навязывают, то почему бы уже не посоперничать между собой. Галенко обыгрывает соперницу. Тут уже Сморгонь действует более аккуратно. Прекрасно понимают, что 2 пенальти заработали. Соперницы, 3-го уже и не надо. Еще один вынос. Ковалева. Мяч принимает, оставляет партнеру. Та отдает передачу. Ковалева бежит вперед, ускоряется партнер справа. Нужно отдавать передачу или же нет? Она сама обыгрывает соперницу и отдает передачу вовне игры. Как же так? Такая контратака у Сморгони сейчас получилась. Могли воспользоваться этим, но такую ошибку допускают. Здорово зацепилась за мяч Ангелина Ковалева. Ну и, как и говорили, не хватает кого-то еще впереди, кто бы мог помочь в развитии атаки. В этот раз Валерия Корней подключилась к атаке, но вовне игры забежал. Вот первая опасная атака от Сморгони за весь матч. Это говорит о том, что все есть у Сморгони, еще во втором тайме поборются они в этой встрече. Ну и посмотрим, воспользуются ли своими моментами футболистки АБФФ.
Галенко. Уступает мяч сопернице. Но видим, что после долгой борьбы снова мяч забирает Галенко. Передача в штрафную. Мяч взмывает в воздух. Остается у футболисток хозяек. И передача на Бересневу. Та направо. Имховик. Смещается все в штрафную. Подача. Но мяч снова выбит. Береснева. Тарадуда. Яцинович. Пытается пробить, но мяч попадает в соперницу. И дальний пас. Но здесь Тарадуда спокойно мяч принимает. Отдает в центр. Береснева. Беленькая. Беленькая здорово переводит мяч в финальную треть поля соперника. И отбирает мяч Полина Санюкевич. Санюкевич. Передача вперед. И снова две защитницы АБФФ играют очень надежно. Если не беленькая, то Тарадуда точно мяч уже принимает. И наоборот. Беленькая. Хороший пас направо. Доходит он до Имховик. Она уже в штрафной. Дает передачу. И мяч проходит в паре сантиметров от штанги. Такое ощущение, как будто это все-таки был удар, а не передача. Слишком много партнеров открывалось рядом. Но все заканчивается ударом от ворот. Или же нет? Головой. Все-таки кого-то задел мяч. Футболисток с Маргони. Совсем чуть не хватило АБФФ, чтобы забить третий. Подача в штрафную. Выходит Чернецкая и ошибается. Пустые ворота. Гол. Подключается к атаке Анастасия Беленькая и забивает. И это гол в раздевалку. Счет становится 3-0. До конца первого тайма 2 минуты. Ну, я не знаю, если и будет добавлено время, то, может быть, 1 минута, но точно не больше. Ковалева у мяча. Санюкевич ошибается. Еще одна передача вперед. Но благо страхуют здесь остальные футболистки с Маргони. Не позволяют убежать 1 на 1 с голкипером нападающий АБФФ. Тарадуда. Заканчивается атака АБФФ. Аут в пользу Смаргони. Центр мяч на Чудакову. Отдает мяч дальше. И здесь уже главенствует защитница АБФФ. Тут подкат от Корней. Мяч она забирает. Однако некому отдать дальше передачу. Ну, хотя бы мяч забирает под контроль благодаря тому, что зарабатывает аут. Снова аут в пользу Смаргони. Меньше минуты уже до конца. Не вижу я четвертого арбитра. Никого с табло возле кромки поля. Скорее всего, мяч придется уже отдать арбитру ровно по истечению 45 минут. Контратака АБФФ. Возможно, последний уже в первом тайме. Нацеткова. Яцинович. Яцинович отдает налево. Мяч сохраняет Пуцикович. И будет угловой. Нет свистка от Валентины Соколович. Скорее всего, после углового мы уже уйдем с вами на перерыв. Разыгрывают мяч футболистки АБФФ. Заброс штрафную. И на добивании... Нет, все-таки отбивает Смаргонь. Или же нет? Забивает гол АБФФ. Однако уже положение вне игры зафиксировал арбитр. Все, 3-0 счет остается. Уходим на перерыв и совсем скоро продолжим.
Возвращаемся на поле. 3-0 в пользу сборной АБФФ до 19 лет. И уступает пока что гостевая команда Сморгонь. У нас произведены замены в перерыве, но, к сожалению, на табло нигде не указали, кто покинул поле. Пока что можно лишь сказать тех, кто прямо сейчас заметен. Вместе с мячом у АБФФ две замены. Дарья Дроздова и Виолетта Вацура появились на поле. Титкова отдает направо. У Сморгони также две замены. Полина Ковалева и Анастасия Мыслевец появляется. Поле покинула Анна Лапко, 8-й номер команды Сморгонь. И прямо сейчас 4-й арбитр проверяет, какие замены у нас были осуществлены. Готовится к тому, чтобы показать, кто поле покинул. Ну, будем ждать. Ну а пока что Сморгонь завладела мячом. Неточная передача, после которой Дарья Дроздова мяч в аут выбивает. Галина Вольская также поле покинула в составе Сморгони. Попытка перейти в наступление заканчивается неточным пасом. Екатерина Крупник отдает передачу в центр, но ошибаются футболистки АБФФ. Ждем контратаку от Сморгони. Передача в центр. Борется за мяч Мыслевец. Падает. Полуян. Попытка забросить за спины футболистам АБФФ. Но ошибаются футболисты Сморгони. И отправляют вперед АБФФ. Жесткое такое столкновение, но без повреждений. Составим команду Марвел. Номер выступила Полина Ковалева. Номер 2. КБФФ продолжается через правый флаг на Титкова. Прострел! Удар, еще ставится 4-0. Блестяще находит Варвару Коленко. И та забивает. Виолетта Вацура отвечал 20-й номер, которая как раз-таки заменила Варвару Гален. 4-0. Ну и шансы Сморгони уже становятся, мягко говоря, призрачными. Однако видим, что после замен больше футболисток Сморгони появляется в атаке. И, может, мы увидим еще борьбу возле ворот Екатерины Крупник. Дроздова. Тащит мяч вперед. Отдает направо. Имховик мяч принимает. Дроздова. Заброс вперед. И Ващук мяч теряет. Не удается Сморгони зацепиться за эту передачу. Крупник с мячом. Тарадуда дает налево. Калюта смещается в центр. Отдает налево. Вацура. Прострел. Нет, не принимает мяч Вацура.
Мяч уходит мимо. Проведены замены в составе команды АБФ У-19. Поле покинула Виктория Бересева, игравшая под 9 номером. В другую игру вступила Дарья Дроздова, номер 16. Также поле покинула Ксения Яцинович, игравшая под 21 номером. В игру вступила Ильяника Вацуева, номер 20. И две замены у АБФ наконец-то уже объявляет и диктор. Виктория Береснева и Ксения Яцинович поле покидают. Дарья Дроздова и Виолетта Вацура вступили в игру. Ващук на Титкова. Обыгрывает соперницу. Снова Ващук. Передача в центр. Радуда. Радуда бьет издали, но мяч летит мимо ворот. В первом тайме 2 пенальти было назначено в ворота с Маргони. Один из них реализовали футболистки АБФ. И 2 других гола были забиты уже с игры. На Титкова отдает направо. Ващук пытается обыграть соперницу, но здорово Ковалева играет до конца. Сейчас на поле как раз Полина Ковалева и Ангелина Ковалева. Ангелина играет в центре поля. Ждет свою передачу как истинный форвард. Ну, а Полина играет слева. Снова заброс в штрафную. Ковалева принимает мяч. Вставляет партнеру. И та дает неточную передачу на Титкова. Может получиться опасно. И слишком сильно снова верят капитаны команды АБФ Валерий Имховик, что та реактивным ускорением догонит любую передачу. Все, разобрались с составом на поле. Давайте озвучим всех, кто находится сейчас на газоне. И начнем с состава с Маргони. В воротах первый номер Полина Чернецкая. Полевые игроки 9-я Дарья Чудакова. 10-я Вероника Августович. 11-я Варвара Сауткина. 20-я Полина Ковалева. 21-я Ангелина Ковалева. 23-я Валерия Корней. 43-я Полина Санюкевич, капитан команды. Опасно сейчас возле ворот с Маргони. Отвлечемся. АБФ в атаке. Прострел. Удары. Мяч в руках у Чернецкой. 55-я Яна Тиханович. 75-я Александр Полуян. 97-я Анастасия Мыслевец. Главный тренер Ирина Козеева. И в составе АБФ в воротах первый номер Екатерина Крупник. Полевые игроки. 4-я Анастасия Беленькая. 7-я Анна Пуцикович. 8-я капитан команды Валерий Имховик. 10-я Александра Тарадуда. 11-я Вероника Калюта. 13-я Ангелина Ващук. 14-я Виктория Натиткова. 16-я Дарья Дроздова. И 20-я Виолетта Вацура. Главный тренер Владимир Шиндиков. Еще одна замена в составе с Маргони готовится. 15-я Карина Савонь. Готовится вступить в игру. Имховик заброс в штрафную, но мяч в руках у Чернецкой. Главный арбитр встречи Валентина Соколович, ее помощница Анна Наливайко, Алина Слуцкая, 4-й арбитр Игорь Абрамов и инспектор сегодняшней встречи Сергей Жук. Меня зовут Кирилл Зимкович, ваш комментатор. 4-0 в пользу АБФ. Почти 10 минут второго тайма уже сыграно. И снова в атаке АБФ. Передача в штрафную, пытается развернуться под удар. Еще одна передача, доходит до Ващук, та простреливает, и мяч уходит на угловой. Угловой и замена
В составе Сморгони покидает поле Варвара Сауткина. Карина Савонь, 15-я, на поле выходит. Замена в составе команды Смаргон. Поле покинула Варвара Сауткин, играет Фербер. 11 номером в игру вступила Карина Савонь, номер 15. Разгоняется Виктория Натиткова. Заброс штрафную, и первая на мяче Чернецкая. Ну и, скорее всего, скоро и остальные замены пойдут в бой. У Сморгонии также в запасе 3-й номер Анна Лапа, 5-я Валерия Прищепова, 6-я Полина Сульжицкая, 14-я Александра Ридель. Снова в атаке АБФФ. Куцикович, она уже в штрафной, уходит от соперницы, отдает передачу, но мяч все-таки выбивает Сморгонь. Однако вторым темпом продолжается атака АБФФ. Ускоряется Имховик справа, но смещается в центр Калюта. Дает назад, Тарадуда. Ващук. Имховик. Хорошая передача, доходит до Натитковой, но та мяч теряет. Будет удар от ворот. И в составе АБФФ до 19 лет. В запасе также 22-й номер голкипер Анна Ковалевич. Полевые игроки Полина Борейко, 2-я. 5-я Василиса Адамович. 6-я Полина Острейко. 15-я Яна Дашковская. 17-я Евалина Хафар. И 23-я Вероника Самонова. Это что касается скамейки запасных хозяек поля. Мяч введен из аута. И удары издали от Сморгони. Мяч летит прямо в руки Екатерине Крупник. Крупник отдает ближний. Крадуда, беленькая. Натиткова. Уходит от соперницы и отдает неточную передачу. Однако мяч сохраняет АБФФ. Беленькая в центр. Здорово перемещается мяч у АБФФ. Несколько передач, и мяч уже в штрафной. Опасно, удар, и Чернецкая выручает. Куцикович решила сама исполнить. Хотя рядом сразу две футболистки открывались под удар. Однако Куцикович пробила сама с острого угла. Еще один угловой. Снова разыгрывает АБФФ. И здорово здесь Маргон цепляется за мяч. Савонь мяч отбирает, отдает партнерше, и та выбивает куда подальше. Имховик заброс штрафную. Но отбивается Сморгонь. Попытка начать контратаку. Убегают вперед. Корней. И отдает мяч защитнице АБФФ. Тарадуда. Сама тащит мяч вперед, отдает налево. Коленко. Мяч уходит в аут. Двойная замена готовится у АБФФ. Подходит к арбитру и ждут, когда уже будут замены произведены. Дроздова дает направо. Имховик с мячом. Смещается в центр. Снова Дроздова. Тарадуда. Может и пробить, но отдает налево Галенко. Галенко. Подача в штрафную. Останавливает мяч капитан команды Сморгони Полина Санюкевич. Тройная замена у АБФФ. Чем дольше ждем замены, тем больше футболистов появляется возле края поля.
Ващук. Имховик. Ошибаются при передаче футболисты с Маргони. И в итоге мяч остается у АБФФ. Очередная подача в штрафную. Но выбивает Чернецкая. Тарадуда. Вацура. Вацура отдает на Галенко. И та не успевает. За передачей будет удар от ворот. И будут замены. Полин Борейко выходит на поле вместо Анастасии Беленькой. Яна Дашковская, 15 номер. В составе АБФФ до 19 лет. Также выйдет на поле. Вместо Валерии Имховик. И также Анна Пуцыкович поле покидает вместо Ивалины Хафа. И капитанская повязка переходит. Защитница АБФФ Александра Тарадуда. Теперь главное на поле в составе хозяек. Дашковская на правом фланге падает, но без нарушений правил. Здесь действует Полина Санюкевич. Будет удар от ворот очередной с Маргони. И Полина Чернецкая готовится выбивать мяч. Искать кого-нибудь из партнеров, через кого можно начать атаку. Либо просто выбить подальше, а там как пойдет. Принимает мяч АБФФ. Калюта. Хорошая передача Вацура. Оставляет на Титкову. Мяч остается на подступах штрафной. Удар издали. И мяч летит далеко на трибуну. Это Дарья Дроздова. Совершила попытку удара издали. Чернецкая снова мяч выбивает. Вот сегодня у нее настоящая тренировка по ударам от ворот. Мяч в центре. Снова Дроздова играет первая на мяче. Отдает партнерше, но та отдает неточную передачу. И также отличается ошибкой с Маргонь. Мяч остается у АБФФ. Ващук отдает направо. И мяч в итоге снова потерян. Санюкевич здорово действует в обороне. Однако мяч сохранить не удается. БФФ. Возле углового флажка проходит борьба, передача. Ну и зачем здесь касается мяча защитница с Маргони, непонятно. Будет угловой. Титкова готовится исполнять прямую подачу. Идет навес. И пробить не удается. Лютам. Вацура. И положение вне игры забегает Вацура. Вот так на ровном месте ошибаются футболистки АБФФ. И надо отдавать мяч с Маргони. Но могут допускать ошибки. В целом никак это не отразится на игре. 4-0 ведут. Игра уже с большего сделана. Осталось лишь довести до ума. Ну и, конечно, забивать как можно больше голов. Потому что все это потом будет иметь значение. Особенно потом, когда будут смотреть статистику. В женском футболе все-таки количество забитых и пропущенных голов порой удивляет.
Тарадуда отправляется вперед. Дроздова уходит тоже от соперницы. Отдает на правый фланг. Здорово подключается к атаке Хафар. Но уйти от соперницы не удается. Еще один угловой мы с вами увидим. Снова подача. И на ближнюю прилетает мяч. Мяч остается в штрафной. Под удар. Хафар отдает направо. Дашковская отдает направо на Титкову. Та забрасывает штрафную, однако до удара дело не доходит. Еще одна атака АБФФ уже через левый фланг. Дашковская отдает передачу на Вацура. Та разворачивается, оставляет передачу на Наситкову, но той пробить не позволяет сопернице. Хафар входит в штрафную, обыгрывает соперницу. Передача, но пробить не позволяют защитницы с Маргони. Мяч покидает опасную зону, летит в центр. Тарадуда, центр, Дроздова. Снова отдает назад. И ищет партнеров впереди. Защитница АБФФ, которая вышла на поле. Полина Борей. Отдает на Хафарта. Снова на Дроздову. И через центр развивает свою атаку футболистки АБФФ. Обыгрывает защитницу. И нужно дальше развивать атаку. Открывается партнер справа. Но мяч уходит на удар от ворот. Ошибается Яна Дашковская. И от нее мяч покидает поле. Открывает мяч Чернецкая. Недолго Сморгонь держит мяч. Дроздова. Отдает назад. Хафар. И видим, что продолжает Сморгонь прессинговать уже более активно соперников. Возможно, уже в заключительные 22 минуты встречи мы с вами увидим что-то опасное и от Сморгони. Снова аут. Дроздова. Хафар борется до конца, дает передачу на Дроздову. Скорее отдавала на Тарадуду, просто попал мяч прямо в ноги футболистки АБФФ. Снова мяч налево, Галенко, заброс штрафную, Санюкевич здорово накрывает эти передачи и мяч выносит. Дроздова отдает на край. Хафар. Неточная передача, но в целом все равно Спаргонь мяч выносит. Однако тут ошибается Дроздова. Заброс вперед и выходит из ворот Екатерина Крупник. Первая на мяче играет. Хафар. И неточная передача от Хафар. Снова Сморгонь мяч выбивает. И снова мяч долетает до голкипера АБФФ. Приходится Екатерине Крупник мяч выбивать. Видим, все поджимают соперницы хозяек. Но это может также отразиться на атаках АБФФ. Меньше защитников остается в штрафную Сморгони. Поэтому больше шансов и у АБФФ. Свисток арбитра.
требует дальше отойти при вводе мяча из аута. Но в целом это никак на игру не повлияет. Борейко на Тарадудо. Передача налево. Здорово доходит до адресата. Галенко. Вставляет на Калюта. Калюта отдает пяткой, не видя партнера. Смело, но та ошибается. И контратака с Маргони. Нет, контратака заканчивается. Все-таки первые на мяче футболистки АБФФ. Тарадуда отдает мяч направо. Хафар. Ващук. Снова направо, на Титкова. Хафар. И здорово играет в обороне Карина Савонь. Мяч выбивает в аут. Дроздова. Ну, это пока что отличаются футболистки тем, что и у одной, и у другой команды случаются ошибки. И никто не может довести мяч хотя бы до удара поворота. Но все равно преимущество ОБФФ. Чаще они владеют мячом. И все ближе и ближе к воротам соперника. Однако это ни к чему не приводит. Но в целом это никак и не влияет на исход. 4-0 в пользу АБФФ. Игру уже сделали хозяйки. Осталось лишь доиграть. Ну а с Маргони нужно продолжать пытаться переходить в наступление. Потому что вот такими вот неточными передачами можно лишь увеличить разницу в счете. Причем для себя в отрицательном числе. Чернецкая готовится выбивать мяч от ворот. Мяч в центре. Ковалева пытается зацепиться за мяч. Ну и пока просто выбивает его в аут. Тарадуда. Отдает неточную передачу. Может этим воспользоваться Смаргонь. Но здесь здорово Дроздова накрывает соперницу. И как... Наверное, пытался все-таки отдать передачу. Но получилось так, что от соперницы мяч уходит в аут. Хорошая игра от Дроздовой. Ситкова отдает назад. Снова в центр. Тарадуда. Калюта. Автор 2 забитых голов в первом тайме. Заброс в штрафную. Здорово здесь принимает мяч Дашковская, но не смогла развернуться под удар. Титкова снова принимает мяч. Уходит от соперницы. Отдает передачу в центр. Дашковская. Вацура. Нет, никто не пробивает поворотом. И вот так вот мощно Полина Чернецкая мяч выбивает за пределы поля. Снова начинается атака АБФФ. Дроздова. Неточный пас направо. Но сейчас, скорее всего, попытается снова. Борейко. И неточный пас. Снова мяч уходит в аут. Вот такая игра пока что тренирует игру в пас. В одной и во второй команде. Пока что лучше получается, конечно, у хозяек поля. Однако все-таки нужно вести мяч к воротам и пытаться забить еще. Вацура ошибается. Но все-таки сама исправляет свою ошибку и мяч отдает партнер. Дроздова. Хафар. Ващук снова в центр. Дроздова. Не решается бить. Отдает назад. Евелина Хафар. Александра Тарадуда. 10-й номер АБФФ. Отдает налево.
Принимает мяч. Удар поворотом. Это была Варвара Галенко. Дроздова. Первая на мяче. Тарадуда играет надежно. Отдает на голкипера. Крупник. Дроздова. Смотрите, как агрессивно футболистки с Маргони прессингуют. Сразу 4 игрока приближаются к защитницам АБФФ. Хотя в первом тайме одна бедная Ковалева бегала. Передача налево. Галенко пытается накрутить соперницу, но та очень плотно опекает ее. Ну и в итоге мяч нужно отдать с Маргони, фол в атаке. И у нас двойная замена уже в составе с Маргони. Вероника Августович поле покидает. Валерия Прищепова выходит вместо нее. И также 6-й номер Полина Сульжицкая на поле выйдет вместо Яны Тиханович, которая играла под 55-м номером. Две замены остались у Смаргони. Сидеть на скамейке — это Александра Ридель и Анна Лапа. Остальные 5 футболисток уже на поле. Мяч на подступах к штрафной. Продолжается атака АБФФ. Калюта отдает назад. Галенко сама смещается в центр, но переводит мяч на противоположный фланг. Хафар обыгрывает на дриблинге двух соперниц, но мяч в итоге теряет. Контратака с Маргони. Давайте смотреть. Еще одна передача вперед. Но Борейко мяч выбивает. Ващук на Титкова. Здорово отдает мяч вперед. Но в борьбе уступает нападающая АБФФ с Маргони. Борейко неточную передачу отдает. Смаргонь снова мяч под владение забирает. Посмотрим, надолго ли. Мыслевец. Назад. И мяч в итоге теряет Смаргонь. Заново начинают атаку свою футболистки АБФФ. Галенко. Дроздова. Разгоняется, как будто будет бить, но отдает неточную передачу и контратака с Маргони. Но убежать вперед снова не удается. Тарадуда. Калюта. Мяч налево. И разгоняется Галенко. Готовится подавать. Летит подача. Но мяч снова вылетает из штрафной. Сразу две футболистки АБФФ останавливают Валерию Корней, не позволяя той продвинуться дальше. Корней. Снова ее встречают соперницы. На Титкова. Она в центре. Может делать что угодно. Есть партнеры справа, слева. Можно попробовать отдать вперед, но отдает направо. Хафар. На Титкова. Отдает центр. Тарадуда. Тарадуда. Заброс налево, но мяч улетает за пределы поля. И мяч все-таки покинул пределы поля. Аут в пользу Смаргони.
Продолжается атака АБФФ. Еще одна передача на Титкова. Бьет сама издали. И Чернецкая совершает неплохой сейв. Мяч уходит снова на угловой. На Титкова готовится исполнить угловой. Никого из партнеров рядом нет. Будет прямая подача. Летит на ближнюю. И перехватывает мяч Сморгонь. Ковалева. Здорово мяч принимает. Видим, что уже все защитницы АБФФ возвращаются назад. Ни о какой контратаке даже речи не будет. Хафар мяч в поле сохраняет. Ковалева. Сама тащит мяч вперед, ускоряется партнер справа, но отдать передачу не успевает, блокирует соперница. Галенко. Ответ АБФФ. Но тоже войти в штрафную не удается. Хороший заброс в штрафную. И удар по воротам. Нет, мяч не залетает в ворота. Не получилось переложиться по мячу, как это планировала сделать нападающая АБФФ. Вероника Калюта. И мяч просто летит за пределы поля. Будет мяч выбивать Полина Чернецкая. Мяч выбит. Здесь нарушение правил Сморгонь, но можно продолжать игру, показывает арбитр. Галенко не успевает за мячом, и Дроздова в том числе. Однако все равно аут в пользу АБФФ. Продолжается атака АБФФ. Заброс в штрафную. До удара снова дело не доходит. И у Сморгони тоже перейти в наступление не удается. Сейчас посмотрим. По правому флангу ускоряется здесь одна футболистка Сморгони, но ее очень здорово опекает Галенко. В следующем матче сборная АБФФ до 19 лет сыграет против Витебска. Это будет уже 21 апреля, в воскресенье. Ну а команда Сморгони следующий тур пропускает. Нет, вернее, Сморгонь как раз-таки играет против Зорки БДУ. 13:30 это будет матч, который будет открывать пятый тур в следующую субботу, 20 апреля. В атаке АБФФ на Титкова. Заброс штрафную, но там уже положение вне игры фиксирует арбитр. Мяч нужно отдать Сморгонь. Выбивает мяч Сморгонь. Однако долго завладеть мячом не удается. Вацура. Прострельная передача в центр. Но он вроде как принимает Сморгонь эту передачу. Однако Вацура уже сама смещается в центр. Дает передачу и 5-0. Счет становится. Забивает АБФФ. Вот в такой затяжной атаке.
Не получилось с первого раза, получилось зато уже со второго. И забивает Яна Дашковская, 15-й номер АБФФ. Дроздова. Меньше 5 минут остается до конца матча. Если и будет добавлено к основному времени, то может быть 1-2 минуты. Хотя, мне кажется, смысла особо в этом и нету. Команды Смаргонь забила Яна Дашковская, номер 15. Подача с углового. Летит мяч в штрафную. Чернецкая не успевает мяч накрыть, но все-таки Смаргонь выбивает мяч туда подальше. И продолжается атака, но слышим свисток арбитра. Нужна помощь голкиперу Смаргони. Да, 86-я минута. Яна Дашковская, 15-й номер АБФФ, забивает. В первом тайме дважды отличилась Вероника Калюта. Под занавес первого тайма Анна Беленькая, Анастасия Беленькая также забивала. И в самом начале второго тайма вышедшая на замену Виолетта Вацура. 5 мячей в ворот Смаргонь сегодня запустили. Ну и, конечно, не в самых приятных эмоциях Смаргонь будет выезжать из Минска и ехать домой. Ну а девчонки АБФФ точно будут довольны победой. Раз на улице уже вышло солнышко, можно будет приятно провести вечер. Подача в штрафную. Удар издали головой, как опасно. Но мяч пролетает над перекладиной после удара Яны Дашковской. Но делать какие-то выводы сейчас по игре АБФФ, либо Смаргони, я думаю, слишком рано. Сезон только начинается, все еще может поменяться. Как и в игре, так и в турнирной таблице. Пока что у Смаргони очень грустный расклад. Ни одного забитого мяча и 3 поражения. У АБФФ получается 1 победа, 1 ничья и поражение. После этой встречи, да и после этого тура, напомню, это матч уже заключительный для 4-го тура, АБФФ занимает 6-ю строчку, набрав 4 очка. И одна из последних атак АБФФ смещается в центр. Ангелина Ващук, но не точная передача. Заканчивает эту атаку. Борейка в центр. Дроздова. Дроздова уходит от соперницы. Тащит мяч дальше. На дриблинге уходит от соперницы. Отдает передачу в штрафную. Очень здорово она находит Галенко. И та пытается накрутить соперницу. Подача. Мяч уже в штрафной. И нужно, конечно, выбивать его с Маргони. Мяч уходит на угловой. Что, в любом случае, поздравляем болельщиков сборной Беларуси до 19 лет с победой. Хорошую игру сегодня показали. Самое главное, чтобы и дальше продолжали радовать своих болельщиков. Гол! Еще один мяч залетает в ворота с углового. Казалось, что удар не получился. Однако мяч в ворота залетает. И это Виолетта Вацура, 20-й номер АБФФ.
1 минутка добавлена у нас к основному времени. Сморгонь только успеет мяч ввести, возможно, потерять. И еще одну атаку АБФФ мы с вами увидим. И после этого будем заканчивать. Галенко отдает мяч налево. Калюта. Не хотят успокаиваться футболистки, хотят забивать еще и бегут вперед. Галенко открывает партнера в центре. Это дает пас назад. Тарадуда. И уже готовится Валентин Соколович давать финальный свисток. Все, 6-0, победа АБФФ до 19 лет. Всем большое спасибо за внимание. С вами был я, Кирилл Демкович. Всем желаю хорошего вечера, продуктивных будней и до новых встреч. Пока-пока.